Сейчас два герба районов республики. Это герб Арского района, это герб Спасского района. Похожи. Более того, ведут свою историю с одного года, с 1781 года. Но история эта в каждом случае отдельная. Эта крепость, пограничный форпост, она охраняла землю от вражеских набегов. А что здесь? Прочтем аннотацию того времени. Древняя башня в Золотом поле в знак того, что подле сего нового города в близости находился древний татарский город Болгары, в котором и по сие время таковые башни не разрушены. Понятно, о чем речь. Древний этот город мы прекрасно знаем. Но что означает вот эта фраза «подле сего нового города»? Какой город имеется в виду? Имеется в виду город Спасск. Где же он? Посмотрим на карту. Вот древний Болгар, а вот современный Болгар, столица Спасского района. Он имеется в виду? Нет, не он. Тогда же, где находился Спасск, по имени которого район до сих пор так и называется? На современной карте мы его с вами не найдем. И вот почему. Город находился вот здесь. Но не на острове, а в прекрасном месте, окруженном заливными лугами. Его уже нет полвека, его затопило. Он покоится ныне на дне водохранилища. До 1956 года это место выглядело примерно вот так. Волга в этих местах была узенькой, не то что сегодня, но была построена Куйбышевская ГЭС, там, где сегодня город Жигулевск Самарской области. И в целях увеличения ее мощности уровень водохранилища подняли. В итоге только в одном Спасском районе под воду ушли десятки деревень и целый уездный город Спасск. Новый районный центр выстраивали практически с нуля и перенесли уже ближе к древнему городу. И вот его-то и назвали Булгар. Но название района, как видите, осталось. Старый же город Спасск, это Волжская Атлантида, еще напоминает о себе. Вода поглотила его почти полностью, но кое-что все-таки оставила потомкам. Разыгралась река, сумасбродка, волны пенились, словно вино. И деревня моя, Комаровка, уходила на волжское дно. Волжская Атлантида – наиболее подходящее название для этих мест. И кто там уже разберет в наших будущих поколениях, была тут жизнь когда-либо или не было ее. Тысячи загубленных судеб, брошенные мечты и несбывшиеся надежды – все это там, под многотонным слоем человеческих амбиций и экономических выгод. Утопленники. В одном только Спасском районе более 30 ушедших на дно деревень и захлебнувшийся киловаттами город. На том месте, где мы сейчас находимся, здесь была Волжская пойма, то есть место, где были заливные луга, пашни, леса, небольшие речки, небольшие озера. То есть это были места, которые обладали колоссальными природными ресурсами. Население покидало эти места, скажем так, с трудом. Многие плакали, многие не хотели. Были случаи, вот даже по Спасскому району было порядка, по-моему, 10 случаев, это официально известных, когда люди отказывались переселяться. Их переселяли насильно. Два старожила рассказывали, как в их селах, которые попали в зону затопления, два человека сошли с ума. До острова, который еще хранит на себе воспоминания о старом городе Спасске, даже на моторке путь не близкий. Редкий путешественник заглянет сюда. Мы увидим этот заброшенный уголок практически впервые. Жители называют этот остров Старый город. Остров – лишь часть той площади, что он занимал. Остальное смыла вода. Припомнишь бедный городок, где солнце каждому довольно. То правда, город не широк, не длинен. Лай судейской шавки в нем слышен вдоль и поперек. Домишки малые, пусты лавки. Собор, 4 кабака, тюрьма, шлагбаум полосатый, дом судный, госпиталь дощатый. И площадь. Площадь велика. Это великий русский поэт Николай Некрасов. Это его стихи. Он написал их в этих самых местах, может быть, даже стоя на этом самом месте, видя перед собой то, чего не видим мы сегодня. Город Спасск. Вода
скрыла под собой целый город, но не воспоминания о нем. Статус города Спасск получил еще во времена Екатерины II. К середине 20 века, к моменту создания водохранилища, это было крепкое историческое поселение со всеми соответствующими атрибутами. Вот он, город, которого нет. Дом культуры, аллея в Ленинском саду, хлебные склады, женская гимназия, большие частные дома и базарная площадь. Ныне от этого всего не осталось и следа. Лишь изредка из воды вырастают фундаменты старых крепких строений. Поскольку сейчас очень высокий уровень воды в водохранилище, поэтому в данный момент вот эта самая видимая часть старого города, которую мы сейчас можем увидеть, посмотреть, оценить масштаб тех построек, которые там были. Ну, вот в данном случае мы сейчас с вами видим это остатки фундамента мельницы, предположительно начала 19 века. Все эти бугры и ямы – это все, что осталось от знаменитой Спасской тюрьмы. Печально-то знаменитой она стала, конечно, уже в советские годы, когда она стала составной частью ГУЛАГа. Вот и здесь в 1937-1938 особенно годах по решениям троек расстреливали людей без суда и следствия. Эти памятники погибшим в застенках тюрьмы едва ли не единственное свидетельство нерастрепанной за полвека народной памяти. В остальном все то, что так и осталось на суше, пребывает в запустении. Местное кладбище с его фамильными склепами родовитых семейств привлекает разве что любителей ювелирных изделий. Они единственные обитатели острова, которые еще преподносят сюрпризы. Если прогуляться по этому берегу, ну, скажем, пару часов, можно найти массу интересных вещей. Вода возвращает нам то, что когда-то забрала у нас. Мы прошли вдоль этого берега, ну, вот буквально 100 метров, и уже обнаружили пару интересных вещей. Вот это, насколько мы можем судить, конечно, деталь облицовки дома, конечно, старинного дома. Это часть то ли медного, то ли железного, ну, в общем, котла где-то 18 века. Это ручка от глиняной посуды, которую наши знакомые датируют веком 19. Но это даже не самые ценные экземпляры, которые здесь можно обнаружить. Конечно, чувство утраты, чувство такой вот какой-то вот печали от того, что вот этого города больше нет и больше его не будет. Вот такое щемящее, такое печальное чувство. То, что вот мы потеряли, и вот через эти предметы, когда мы их находим, касаемся их, как будто вот мы общаемся с людьми того времени. Город переезжал отсюда на новое место рядом с древним городом Булгар долгих 4 года. С 53 по 57 годы. Тогда еще никто не мог предполагать, какая часть города уйдет под воду, какая останется. Поэтому время это использовали не только на переезд, но и на безжалостное уничтожение того, что было. Известный на всю округу собор в Спасске, который в числе прочих мог помешать судоходству, был взорван. В 30 ушедших на дно вместе со Спасском деревнях такими методами пользовались не повсеместно. Жуткую картину представляло собой водохранилище в этих местах. Сначала затопляет все, ничего не видно, а потом вода начинает спадать, начинают кресты появляться из воды. Представляете, это ужасная картина, конечно, вот моральная. Вот это, я считаю, все-таки мое мнение как человека, как гражданина, что это пример того, как нельзя было поступать со своей родиной, со своей малой родиной. Потому что в итоге мы видим здесь картину запустения, район депрессивный, потому что значительная его часть ушла под воду, самая благодатная, самая плодородная.
И сейчас мы вот здесь видим развалины, фундаменты. Нашим потомкам придется, в общем-то, расплачиваться. Да? Мы же знаем, что Волга умирает, Волга гибнет. Там организмы, которые живут в Волге, рыбы, ну и прочее, прочее. Это абсолютно несравнимо с тем, что было до 50-х годов. Те места, которые были затоплены, конечно, они потом, может быть, столетиями только восстанавливаться будут. Все, что осталось нам в память. Предметы старого города в местном музее, да само название района – Спасский район, историческое, незабываемое. Впрочем, память человеческая коротка. И это самое большое впечатление, которое мы вынесли с этого острова, не блуждая по тропинкам истории, а протаптывая их заново. Наверное, того, кто не помнит темного прошлого, ждет такое же будущее. Недалеко отсюда стояла деревня Комаровка. Там жили, родились мои родители. Затопили и Комаровку. Но вот эта тоска по родине предков, она осталась. И мы с певцом и композитором Сергеем Ляминым написали песню, которая так и называется «Комаровка». Комаровка, гнездо родное, упокой тебя дно речное, от этой доли других на Руси, помилуй, Господи, и спаси. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней. Спасский район. Еще раз напомним, 30 деревень в одном только Спасском районе пострадали тогда от затопления. Всего же по Татарстану в зону затопления попали 130 населенных пунктов. В этой истории очень много деталей, поэтому, конечно, нам могут возразить знающие люди. Строго говоря, под воду в 50-х годах уходил не город Спасск. К тому времени его уже успели переименовать в Куйбышев. Если помните, и район тогда был Куйбышевским районом. Но мы же не называем Набережные Челны городом Брежневым. Все это временно, все это против истории. Район снова стал Спасским, а город, которого уже нет, в памяти народа так и остался Спасском. Наверное, так и должно быть. До свидания.